Лавров. Страны Центральной Азии не колонии. Назарбаева стерли из Конституции Казахстана. Узбекистан не хочет в союзное государство. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье «Россия. Центральная Азия. 30 лет на пути дружбы и сотрудничества», опубликованной в российской газете, сделал ряд очень интересных заявлений. В отличие от некоторых стран Запада, Россия не рассматривает регион Центральной Азии как арену для геополитического противоборства в духе колониальной концепции большой игры. В этой связи мы только приветствуем набирающую обороты внутрирегиональную интеграцию, регулярные консультативные встречи глав государств Центральной Азии, написал он. Также Лавров отмечает, что якобы между Россией и странами Центральной Азии существует дружба, но независимость. Не может не радовать, что со всеми странами Центральной Азии нас связывает отношение стратегического партнерства, а за большинством союзничества. Наше сотрудничество носит всеохватывающий характер. Наши гармоничные, равноправные, взаимовыгодные отношения – яркий пример того, как следует выстраивать межгосударственное сотрудничество в 21 веке. Налицо обоюдный настрой на расширение и углубление взаимообогащающего партнерства, считает он. Извините, пожалуйста, вы как-то, наверное, должны все-таки уважать хозяев, ладно? Да, пожалуйста. Во всех смыслах. После январских событий в Казахстане режим Токаева аннулирует любые упоминания о Нурсултане Назарбаеве в законодательстве страны и проводит конституционную реформу. Историческая роль первого президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции, считает рабочая группа по поправкам в Конституцию Казахстана. В ходе реформы из основного закона Казахстана планируется полностью исключить все нормы о первом президенте Нурсултане Назарбаеве, его статусе и полномочиях, сообщил 4 мая член рабочей группы по поправкам в Конституцию Марат Башимов. Кроме того, в Конституцию Казахстана планируют внести 56 поправок к 33 статьям. На их основании будут внесены изменения в 20 законах. Поправки, подготовленные рабочей группой, включают восстановление упраздненного в 1995 году Конституционного суда, запрет президенту быть членом политической партии, а его родственникам занимать высокие политические должности и должности в квазигосударственном секторе, изменения в составе и деятельности парламента, избирательной системы, в вопросах регистрации политических партий, в запрете смертной казни и права собственности на землю. Уважаемые делегаты съезда, вы знаете, что чуть больше месяца назад в послании... Эксперты отмечают, что данные поправки, очевидно, приняты в популистских целях. Внесение изменений в Конституцию является обычным явлением для стран Центральной Азии, где один назначенный русским колонизатором диктатор сменяет другого, каждый раз подгоняя основной закон под себя. Очень важный момент – это соглашение в области образования. Согласен. Филиалы ведущих российских вузов, там это наш знаменитый физтех, МТИ, Бауманское училище. Я хотел бы в начале нашей встречи... МИД Узбекистана возмутился сообщению российского агентства «Спутник» о возможном присоединении страны к союзному государству, куда сейчас входят Россия и Беларусь. И пытаемся выстроить единое союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде. 28 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым выразил уверенность, что бывшие советские республики присоединятся к союзному государству. В свою очередь, российский портал «Спутник» по Узбекистану и Таджикистану опубликовал новости с практически одинаковым заголовком. Лукашенко предрек присоединение Таджикистана к союзному государству, и Лукашенко предрек присоединение Узбекистана к союзному государству. А Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости, прежде всего экономической, тоже присоединятся. При этом «Спутник Узбекистан» процитировал слова Лукашенко из февральского интервью, в котором он предположил, что Узбекистан и некоторые страны постсоветского пространства через 15 лет могут стать частью союзного государства. Некоторые иностранные издания, претендующие на объективность и беспристрастность в освещении событий, продолжают тиражировать необоснованные высказывания отдельных лидеров зарубежных стран относительно расширения союзного государства и присоединения к нему Узбекистана, указывается в заявлении МИД Узбекистана. Республика Узбекистан в целях обеспечения независимости и суверенитета страны, исходя исключительно из национальных интересов, продолжит твердо следовать избранному курсу самостоятельного развития, подчеркнули в МИД.
Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Напомним, 10 января на саммите ОДКБ президент Беларуси заявил, что уроки из январского кризиса в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан, поскольку на него в том числе брошены взгляды организаторов беспорядков. Тогда узбекская сторона резко ответила на угрозы российского ставленника Лукашенко, назвав его заявление необоснованным. Kuni kecha ba'zi davlat rahbarlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Qozog'istondagi bo'lib o'tgan voqealarga saboq chiqarishi lozimligi haqida asossiz bayonot bildirdi.